В школу не учиться, а отдыхать. Это возможно во время летних каникул. Ученики второй начальной школы Ленска вот уже неделю посещают летнюю площадку при школе. Для отдыхающих организован досуг, масса мероприятий, экскурсий и квестов. И, конечно, питание трехразовое. Утро начинается с плотного завтрака, после чего отводится час на творческую деятельность. Различные поделки делаем, расписываем досточки, например, рисуем, проводим конкурсы рисунков, конкурсы поделок. Детям очень нравится. Каждый день у нас получается утро после завтрака. Это какое-то коллективное дело. Либо викторины. Вчера у нас были проведены викторины на тему пушкинских сказок, знания пушкинских сказок и так далее. Основную часть дня педагоги стараются с ребятами проводить на улице, на свежем воздухе. Ходят на спортивную площадку, в парк, во дворе школы играют в различные игры. Их для отдыхающих организуют вожатые. Девочки приходят каждый день, признаются, им интересно общаться с детьми. Мы с детьми играем в развлекательные игры, проводим вместе время, рассказываем сказки, иногда просят страшилки. Перед сном мы с ними договариваемся, чтобы они спокойно легли спать, а то бывает такое, что не унять просто. Они у нас любят, дарят нам резиночки всякие, они нам рисуют рисунки, мы это все сохраним, конечно. Ольга Благова учится в этой школе во 2 классе, посещает площадку ежегодно, рассказывает, что очень нравится. Оль, скажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь вообще здесь на детской площадке? Поделками, гуляем и просто что-то делаем, и нам это интересно. Рома Кокорин тоже ходит на площадку. Мальчик признается, что даже не ленится вставать рано утром в летние каникулы. С удовольствием бежит в школу и с нетерпением ждет новых развлечений и игр от вожатых. А еще мальчику очень нравится сон-час. Потому что я отдыхаю, мне больше нравится отдыхать. Свое тело так отдыхает, и я больше сил и энергии набираюсь. Сегодня детскую площадку посещает 100 ребят. Большая часть детей после разъедется по отпускам. Многие дети отправятся в лагерь «Алмаз». Теплый солнечный день пришелся как нельзя кстати. Настроение благодаря хорошей погоде у участников соревнований было отличное. Начало спортивного мероприятия было намечено на 3 часа дня, но спортсмены пришли заранее, чтобы успеть пробежать круг перед началом и немного размяться. Я бегу круг, и настроение очень хорошее. Думаю, займу хоть какое-нибудь место. Скажи, круг, а сколько круг это? 400 метров. Алексей Савельев бежал в 4-ке, прибежал первым. Немного переведя дух, поделился с нами своими впечатлениями. Первый раз пробежал неудачно, упал. А сейчас было трудно. Больше ничего. Соперники сильные оказались, да? Да, соперники сильные. Соперники действительно сильные. Алексей и Анастасия не посещают секцию легкой атлетики. Ребята просто решили попробовать свои силы в состязании. И нужно сказать, что у них неплохие результаты. За спортсменами на зрительских трибунах, волнуясь, наблюдали болельщики. Некоторые, пробравшись поближе к беговой дорожке, поддерживали соревнующихся речевками. Я болею за Настю Широкову, подругу. Ожидаю, что она должна занять первое место. Уверен в ней на 100%. Пробежала уже? Да. Как ты оцениваешь это? Хорошо пробежала. У нее болела нога, но нормально пробежала. В первый день первенства Ленского района спортсменам нужно было пробежать 100, 400 и 1500 метров. Завтра будет программа 200 метров, 800, 3000 метров. И прыжковые в третий день – это прыжки в высоту, прыжки в длину. По результатам всех соревнований выявляются лучшие школы. Каждый участник приносит очки в зачет своей команды. И по наибольшему количеству очков в итоге выявляется лучшая школа. По итогам первого дня большее количество очков набрали 1-я и 4-я школа. По словам Александра Пляскина, в любой момент эти данные могут измениться. Поэтому у спортсменов других школ еще есть возможность вырваться вперед.
детском саду «Белочка» города Ленска было проведено торжественное посвящение детей дошкольного возраста в ряды эколят молодых защитников природы. К празднику педагоги и воспитанники подготовили театрализованную сказку о важности сохранения природных богатств. Постановкой были впечатлены и гости, и родители. Ребята выучили стихи о природе, исполнили песни, ответили на вопросы представителей охраны природы. А самым значимым моментом этого дня для воспитанников стал значок, выданный экологами, который каждый с гордостью носил до конца вечера. В завершении посвящения дети вместе с родителями посадили в дворе детского сада деревья, небольшую рябину и березку. Это социальный, эколого-просветительский такой проект. То есть ребятишки посвящаются, они изучают природу, и он направлен, конечно, на общее просвещение ребятишек дошкольного возраста. Поэтому мы надеемся на тесное сотрудничество с детскими садами. Сейчас у нас мы «Белочку» посвятили, да, ребятишек, а вскоре мы будем уже посвящать «Солнышко», детский сад «Солнышко». Ну, ребятишки все живые, они, я так понимаю, в дальнейшем, возможно, вырастут экологами, возможно, будут какие-то еще решения, но начинать нужно с ранних лет. Традиционное мероприятие «Ночь в музее» собрало большое количество горожан. Одно из развлечений, предложенное для досуга, это квест по краткому описанию фотографий в буклете. Необходимо найти все экспонаты, сфотографироваться рядом с ними, а в заключении сделать селфи с табличкой и разместить в соцсетях. Программа мероприятия никого не оставила равнодушным. Любители живой музыки могли оценить мастерство игры на хомусе, послушать концертную программу от студии Еловый «Sound» и «No Name». Самые маленькие посетители музея с удовольствием делали аквагрим. Смотрели спектакль кукольного театра «Гуси-лебеди». Подростки и взрослые увлеченно играли в настольные игры. Это якутские национальные игры «Хабылык». Его надо играть, всего 30 палочек берешь. Ставишь на руку, потом подбрасываешь, сворачиваешь, переворачиваешь руку и ловишь вот так вот. В эту ночь в музее прошел показ документального фильма «Петербургская кунсткамера», интеллектуальная игра «История утюга». С любопытством дети и с ностальгией взрослые рассматривали выставку «Игрушка советского детства». Больше всего посетителей собрали мастер-классы. Я сегодня пришла с маленьким мастер-классом, потому что в основном участвуют дети. Поэтому решила залить заранее заготовки. Ребятишки просто украсят их жемчугом, сухоцветами. То есть ничего сложного. Вообще изначально воск, конечно, растапливается на печке. Полноценный мастер-класс, там посложнее. Многие пожелали сделать себе русскую народную куклу-оберег. Когда человек заболевал, то изготавливали такую вот куколку это льняные нитки, шпагат, джут. И человек носил эту куклу с собой, обязательно с ней спал. И когда человек выздоравливал, то эту куколку сжигали, чтобы болезнь опять не вернулась. Возле ткацкого станка толпа не редела. Потому что моя бабушка это делала, а я стояла рядом, когда была еще совсем маленькая. Бабушка у меня семейская, они жили в деревне, ходят в сарафанах, ходили в вычигах, вот такие кушаки были. В общем, вот этот портрет, это моя бабушка. И я была еще маленькая, и вот все это видела. Ну, конечно, я это не умею, сейчас Леночка меня учит, я с удовольствием это делаю, прям наслаждаюсь. Также для посетителей работало кафе и ярмарка рукодельниц. Возрождение после пандемии этой масштабной и полюбившейся ленчанам акции «Ночь в музее» было воспринято на ура. Бригада из 15 мальчишек и девчонок, учащихся средних школ города в возрасте 14-15 лет, первым нынешним летом приступила к садово-огородническим работам. Основная задача детей – это облагораживание территории, полив, уход и высадка растений. Также высаживаем растения для животных. Петрушка, обязательно огурцы и всевозможные виды капусты. Предыдущую неделю ребята работали на территории лагеря «Алмаз». Там они прибрали территории и высадили 3000 саженцев цветов. На этой неделе бригада трудится уже на станции юнатов. Здесь работа кипит с самого утра. Начинают ребята с поливки растений. За эту неделю мы занимались рассадой, садили, поливали. Сегодня поливаем грядки. Мы все поливаем, потому что площадка большая, нужно ее полить, чтобы цветочки не засохли.
Все ребята трудятся с большим желанием. Здесь они получают возможность заработать, учатся общаться и работать в коллективе, и, конечно, дружить. Именно по этой причине 3-й год работает в бригаде Лидия Чугаева. Каждый год здесь находишь совершенно разных людей. Добрых. В основном это сплочение. В прошлом году нашла здесь много друзей. Первая смена трудовой бригады будет работать до 23 июня. До этого времени юношам и девушкам нужно успеть высадить всю оставшуюся рассаду и закончить благоустройство проектно-опытного участка во дворе станции. Вторая смена начнется с конца июня. Ее работники будут уже заниматься прополкой и поливкой растений. В этом году ребят, отдыхающих в лагере «Алмаз», порадуют новые аттракционы. На его территории уже установлен веревочный парк и скалодром. Внушительная конструкция была заказана из города Сочи. Оттуда же прибыл специалист, который установил аттракцион. На сегодняшний день это лучший веревочный парк по всей республике. Ему нет равных. 2 уровня. Первый – это детский, второй – подростковый. И еще у нас на одной из грань, получается, каркаса смонтирован скалодром, размеры 3х6, 2 линии и также сделан со страховкой. Преодолевать препятствия ребята смогут только под руководством инструктора и обязательной страховки. Данная конструкция включает обучение инструкторов. Наш представитель, когда инструктора будут, приедет, полностью покажет, как работать со снаряжением, со спасательным снаряжением и как эксплуатировать данный веревочный парк. Первыми новый аттракцион проверили директор лагеря Ксения Попова и директор СРГ Анна Барбашова. На территории республики это единственное сооружение таких масштабных размеров. Мы, конечно же, когда была приемка, в первую очередь прошли сами испытания. Под большим впечатлением находимся по сей день. Это очень интересно, это очень захватывающе. Но мы думаем, что все дети обязательно будут в восторге и всем очень понравится. Прошлым летом в лагере «Алмаз» появились новые батуты, качели, велосипеды, самокаты, инвентарь для бассейна. В этом году помимо веревочного парка буквально на днях на оздоровительной базе появится новый большой надувной батут, детские площадки, а также качели-паутинка. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.